Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Но город живых, но город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я союз, Иерусалим. Золотом обложен город мой прекрасный, лишь тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив. Жизнь Господь преобразил здесь, в земной долине, чтоб душе покой найти в Иерусалиме. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. То город живых, то город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобою союз, Иерусалим. Снова, братья, сестры, там мы будем вместе воспевать Иисусу радостные песни. Так давайте ж на земле вместе славить Бога, чтобы стала нам светлей в небеса дорога. Иерусалим, Иерусалим, там вечно живут. Иерусалим, Иерусалим, там песни поют. То город живых, то город святых, Иерусалим. К тебе я стремлюсь, с тобой я союз, Иерусалим. Небеса ожидают меня, радость ждет неземная меня. Будет встреча с Иисусом Христом, Святым Духом Небесным Отцом. И венец, ну, конечно, венец, то, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Город ждет неземной красоты, всюду ангелы, всюду цветы, лица милых, родных мне друзей, и Спаситель стоит у дверей. И венец, ну, конечно, венец, то, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
снах целый сон, подойдут и обнимут меня, радость ждет неземная меня. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. И венец, ну конечно венец, то, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Братья и сестры, родные, близкие, все, кто пришли сюда сегодня для того, чтобы проститься с телом брата Петра, я сердечно благодарю вас, что вы выразили свое участие, что вы выразили свое отношение, и вы показали, что мы все близкие, родные в Иисусе Христе. Благодарность вам от семьи, от руководства церкви, от всех абсолютно, потому что мы показываем свое единство и свое единение в Иисусе Христе. Я приглашаю вас всех к общей молитве. Вначале мы помолимся, и после этого брат Евгений Веренчук поделится словом. Отец Небесный, благословенный во веки Господь, Ты Творец наш, Утешитель наш и благословенный во веки. Господи, мы к Тебе в это утро обращаемся и просим, Господь, пошли милость и любовь свою. Господи, мы это чувствовали на протяжении всей своей жизни, и в этот утренний час, скорбный час, Господи, для нас, для народа Твоего, мы молим и просим, пошли утешение, пошли, Господь, единение вокруг Слова Твоего, единство Духом Твоим Святым, Господь, чтобы мы видели и в этом, Господь, благость Твою к человеку, что Ты не оставляешь нам времена неведения, но всегда Ты обращаешься и Ты открываешься человеку всегда и везде. Господи, в этот час, когда мы будем провожать тело брата нашего во Христе, молю и прошу, утешь семью скорбящих, благослови нас всех. Господи, и сейчас, и в этом коротком собрании, в этом коротком служении, пусть имя Твое прославится, потому что мы на Тебя уповаем, на нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Семья Удовиченко, я хочу принести искреннее соболезнование от моей семьи и вместе с вами скорбим о потере вашего близкого человека. На земле это нелегко проживать. И я могу сказать вот брату Александру, я вчера ему подходил, говорил, буквально 2,5 года назад мы тоже стояли у гроба моего отца. Наша эмоциональная, наша человеческая боль, она будет проявляться, может быть, в будущем, но Господь есть наше утешение. Я сегодня хотел вам оставить один стих с Писания, который утешит вас, и мы знаем брата Петра, и вчера слышали очень много прекрасных свидетельств о его служении, о его доброте и о той вере, которую он передал вам, детям своим. В книге Откровения, в 14 главе, есть один стих, 13 стих, здесь записаны такие слова. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженные и мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Брат Петр уже успокоился физически, он уже с Господом. У него были, может быть, боли физические, у него было это время, когда он на этой земле чувствовал это, но теперь он уже в покое. Здесь прекрасно нам написано, что дела их идут вслед за ними. Я хочу оставить вам, чтобы вы помнили дела Его, чтобы вы не забывали Его дела, и не забывали ту веру, которую Он передал вам. Не забывали это и передавали вашим детям. Это очень важно, чтобы будущие поколения помнили, что у них был папа такой хороший, дедушка, и чтобы вот эти дела, которые он своей жизнью показал, чтобы вы помнили, и чтобы вы так делали, как он делал, поступали хорошо, были примером для своих детей, для окружающих. Да благословит вас в этом Господь, и пусть Господь будет вашим утешением. Когда вам будет трудно, когда вам будет сложно, становитесь на колени, молитесь Господу, только Господь сможет утешить. Мы, люди на земле, можем как-то побыть рядом, побыть вместе. Не оставляйте вашу маму, не оставляйте друг друга, собирайтесь, помните. Но Господь дает то утешение, которое, может быть, мы не сможем, как люди на этой земле, дать.
Да благословит вас в этом Господь. Скорбим вместе с вами, сожалеем об этом, но у нас есть надежда, что в небесах мы встретимся с братом Петром и со всеми теми, которые уже у Господа. Аминь. Аминь. Где жизни новой уж нет конца. Друзья родные, где будут с нами петь песни славы тому Отца. О, Дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтоб вечно жить. Там буду Бога я вечно славить, и в свете чудном Христу служить. Как буду с моря маяк стремиться, причалить гавань, чтоб отдохнуть. Добрусь я сердцем в жилище света, где отдых ждет всех совершивших путь. Вот он небесный, тот в вечном доме, увижу друга души моей. Кто на Голгофе за грех наш умер и примирил нас с Отцом людей. Печаля горьких слез лить не будем, навеки славу мы будем петь. Разлуки скорби, болезнь забудем, не будем больше нужды терпеть. Разлуки скорби, болезнь забудем, не будем больше нужды терпеть. Братья и сестры, время бежит неумолимо, и нам тоже надо оставить немножко времени для того, чтобы и семья могла попрощаться с телом брата Петра. Но маленькое утешение я бы хотел оставить всем нам. Маленькое наставление, напоминание о нашем Господе Иисусе Христе. И я хочу прочитать из книги пророка Исаии, 28 глава, есть такие записанные слова в 16 стихе. «Посему так говорит Господь Бог. Вот, я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Мы все прекрасно из страниц Священного Писания понимаем, что Сион – это прообраз Вышнего Иерусалима, Иерусалима, которого ожидаем все мы. Иерусалима, в котором стремимся мы все достичь туда. Иерусалима, в котором брат Петр сейчас уже находится. Потому что когда Иисус Христос висел на кресте, разбойник рядом висящий сказал: «Господи, помяни меня, когда будешь в царстве Твоем». И Господь находился в столице своего царства, потом в Иерусалиме, и находится там на престоле в этом Иерусалиме. И души умерших вокруг Него. Но придет время, придет тот час, когда мы, оставшиеся в живых, это записано 2 Фессалоникийцам, изменимся. А все те, кто когда-то умер, кто отошел в вечность, кто находится с Господом, вернутся, и на облаках будет прекрасная огромная встреча, радостная встреча со всеми нами. Но Иисус Христос есть наше основание. И если наша вера, родные, близкие, друзья, братья и сестры, если наша вера зыждется на этом основании Иисусе Христе, если наша вера полностью имеет источником питания Иисуса Христа, то таким образом и будет, каждый из нас будет иметь будущность и надежду.
вчера было прочитано из книги пророка Иеремии, что Господь имеет о нас доброе намерение, что Господь имеет для нас благо. Он поэтому и создал человека по образу и подобию своему, чтобы каждый из нас отражал в себе нашего Творца, отражал в себе нашего Спасителя Иисуса Христа. Он пришел сюда, на эту землю, для того, чтобы каждый из нас имел спасение, чтобы каждый из нас имел обетование, обещание жизни лучшей и жизни вечной. Друзья дорогие, но всему приходит конец на этой земле. К сожалению, жизнь человека смертна. И это заслуга самого человека, как бы это странно ни звучало, это не было предопределение Божье. Но сейчас, оставив все это, мы будем уповать, и мы будем направлять свои взоры на Иисуса Христа, будем направлять свою надежду на Иисуса Христа, потому что Он сказал: не оставлю вас и не покину вас. И, дорогие братья и сестры, семья, родные, Господь верен своему обещанию. Он не оставит вас, не покинет вас. В этом есть великое обетование, в этом есть великая честь и радость иметь на своей стороне Господа. Потому что Он сказал: если я с вами, то никто против нас не может устоять. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Пусть эта надежда, которая записана в Священном Писании, живет в сердцах ваших. Пусть эта надежда, а может быть и предупреждение, дает нам каждому время для того, чтобы задуматься, чтобы направить и выстроить свои взаимоотношения с нашим Господом Иисусом Христом. Потому что там на небе встретятся с Ним только те, которые готовы. Да благословит нас Господь в этом. И как я уже сказал, время бежит неумолимо. Мы сейчас будем молиться. После этого будет еще финальное общее пение. И после общего пения сразу же будут приступать работники к тому, чтобы опустить тело и предать тело земле. Братья и сестры, покажите, проявите свое соучастие в этом. И большая просьба со стороны семьи, чтобы все вы, кто есть здесь, на этом месте, сразу же после похорон здесь поехали в место, где будут собираться, где будет еще общение. Это на перекрестке 74-ки, китайский, да? Китайский ресторан? New Age? New Asia. В New Asia. И там вас все ждут. Там место зарезервировано, поэтому, братья и сестры, проявите свое соучастие и в этом. А сейчас я приглашаю нас всех к общей молитве, и мы дадим время семье, чтобы они прощались с телом. Великий Бог, Творец неба и земли, мы дети Твои, благодарим Тебя за Твое участие и за Твое присутствие, за Твое благословение и за Твою надежду. Господи, Ты сказал, что Ты полагаешь на основании в Сионе камень, камень краеугольный, камень драгоценный, камень, на котором верующим в Него не постыдится. Господи, мы благодарим, что мы имеем основанием нашим Господа нашего Иисуса Христа. Мы верим в Него, мы любим Его, мы поклоняемся Ему. И в этот час мы верим и знаем, что брат Петр находится одесную Тебя, находится там у престола славы, чтобы прославить Тебя и прославляет Тебя за все те чудные милости, которые Ты проявил в его жизни. Нам здесь на земле, Господи, помоги жить достойной жизнью, чтобы мы могли тоже встретиться там на небесах с родными и близкими, с Тобой, нашим Господом и Спасителем. И во всем прими хвалу, честь и благодарение. Господи, я от всего сердца благодарю за участие братьев и сестер, что они могли прийти сюда, показать свое участие, свое соучастие в этом горе, разделить это горе. Господи, воздай каждому по делам их, Господь, чтобы они тоже увидели это благословение. Господи, а за все Тебе слава пусть несется. Утешь семью спящую, мой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. От погибели спасла меня милость Божия, в день отчаяния нашла меня милость Божия. То, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божия, это милость Божия. Что
грехи мои усмирь. Это милость Божия, и свой Дух Святой изли. Это милость Божия, то, что вера мне дана, и ведет меня она. Это милость Божия, это милость Божия. Вновь и вновь благодарю эту милость Божию, и желанием горю славить милость Божию, эту бездну доброты, эту силу чистоты, эту милость Божию, эту милость Божию. Все однажды здесь пройдет, даже милость Божия от зимов заберет свою милость Божию. Там, где место для святых будет вечно им светить. Это милость Божия, это милость Божия. Там, где место для святых будет вечно им светить. Это милость Божия, это милость Божия. Моя отчизна, где не будет больше слез, приготовил там обитель для меня мой друг Христос. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. Там есть место для покоя от нужды и суеты. Там любовь Христа святая всех одно соединит. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. О, отчизна дорогая, стране жаждет по тебе, и шаги все ускоряя, он спешит к родной стране. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. В небе скоро буду я,
I can have the sixth gentleman step forward, we are going to have to transition him. Yeah. So that cars move out, so we'll just... And I'll take these names. Еще один. Артем, иди сюда. Артем, сюда It's иди. gonna be kind of hard. Yeah, no, we'll figure it out. Артем, сюда стоишь, Саша, я иду, забирает потом. Do the angle, kind of. Perfect. Thank you guys so much. At this time, the cemetery will be moving in heavy equipment. If we can just have everyone step back out from underneath the tent, that way everyone is safe during the lowering process. И кто свои вещи, пожалуйста, тут вещи ваши есть, заберите ваши вещи.
Family, at this time, if you would like to place your flowers, you may do so now. Thank you, everyone. This does conclude our graveside service. We just ask that you move over here. They will need to move a bunch of equipment through here. So if anyone would like to witness, if everyone could just go this way, please.